быть крутым футболистом – это не только регулярные тренировки и победные матчи, а еще и хорошие дела. А в Парке Победы происходит особый движ. Ребята-воспитанники футбольного клуба Уфа вышли не на тренировку, а на уборку. Дело в том, что тут происходит международная детско-юношеская премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого». И Российский футбольный союз дали старт масштабной акции в защиту природы. В рамках проекта в акции примут участие игроки команд региональных юношеских футбольных лиг. Более чем в 60 городах от Калининграда до Владивостока в экологических акциях примут участие более 3000 человек. Как вам такая идея уборки в парке? Уборка в парке очень хорошая идея, потому что парк становится чище, и когда приезжают нам гости из других городов на игры, они могут, например, тут прогуляться и увидеть, что чистота, и город очень хороший. Использовали ли вы мешки с мусором в качестве футбольного мяча? Ни разу не использовал. Для этого у нас есть прекрасный стадион «Нефтяник», где мы занимаемся в школе ФК Уфа. Для этого нас обеспечивают экипировкой, оборудованием, мячи. Все это хорошо, поэтому приходите и тренируйтесь. Пробовали ли вы собирать листья на перегонки? Когда был субботник в школе, то да, пробовали с мальчишками и выиграл. Акции участники высаживают деревья, участвуют в сортировке мусора, очищают водоемы, размещают кормушки для птиц, устанавливают на стадион небольшие пункты сдачи батареек и крышек. Росприроднадзор учредил премию «Экология. Дело каждого». Она присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды и бережному отношению к природе. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодежь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. Для чего нужны такие акции? Такие акции проводятся для поддержки экологии в школах, в детских садах, везде, и это нормально. Посоревновались ли вы в чемпионате по собиранию мусора с другой футбольной командой? Я думаю, что наша команда очень сплоченная, и победила бы дружба, потому что природа – это наше все. За 2 года на конкурс поступили заявки из всех 89 регионов России и еще более 50 стран, а количество работ превысило 55 тысяч. Призеры и победители получили смартфоны, планшеты, путевки на Черное море и обучающие курсы. Прием заявок на 3-й сезон премии проходили с 1 марта по 30 сентября. Такое доброе и полезное дело сделали футболисты. Тем более, что Парк Победы находится по соседству со стадионом «Нефтяник», куда ребята приезжают каждый день. Артем Андропов, Наиль Гайнуллин, специально для Горы новостей.